А значит, у человечества еще есть шанс спастись. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. И сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом главном. Всем поезда. Действительно, наличие поездов в той или иной стране, на мой взгляд, свидетельство цивилизованности государства. Я считаю, что именно наличие железных дорог, например, в России, делает нас сверхдержавой. А все почему? Потому что поезд, пусть он кому-то кажется медленным, зато он всегда приезжает вовремя и перевозит огромное количество груза. С тем, с чем справляются железные дороги, не справляется ни автомобильный транспорт, ни самолеты. Так получается, что с появлением железных дорог цивилизация шагнула вперед. Так что о железнодорожном транспорте знает современная наука? Разберемся прямо сейчас. Смотрите, как устроен мир. Сидеть на крыше или висеть на подножке? Сколько человек можно запихнуть в один вагон из бамбука? И где ходят самые дикие поезда? Большая часть груза прошлась через Транссиб. Наша ракета на запасном пути. Как железные дороги помогают людям бороздить космос. Железнодорожный транспорт из всех видов транспорта занимает примерно 85% грузооборота. Правда ли, что бронепоезд и сегодня стоит на вооружении в разных странах? Они появились в основном в эпоху гражданской войны. Безумный поезд. Может ли состав сбежать от машиниста? И как остановить махину, которой никто не управляет? Они с экономической точки зрения это обосновывали тем, что у них есть уголь. Где курсирует самый длинный поезд в мире? Существуют ли поезда, которые способны догнать самолет? И можно ли собрать состав на солнечных батареях? Я в таких поездах ездил. Опасно и запах плохой. Всем поезда! Об этом прямо сейчас в программе «Как устроен мир». Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир.